Здравствуйте всем! Добро пожаловать на мой канал. Мои дорогие зрители, мои дорогие подписчики, огромное вам всем спасибо. Я наконец-таки получила серебряную кнопочку. Сразу скажу, что вас, мои любимые, стало 100 тысяч еще в конце октября, но кнопочка достаточно долго шла, но тем не менее вот она и дошла. Теперь я могу записать видео, сказать вам огромное спасибо за ваше доверие, за ваше внимание, за ваше участие. Эта кнопочка наша общая. Мои милые, хорошая новость, что кнопочка пришла. И вторая, это то, что скоро будет Новый год. По этому случаю я решила для своих дорогих любимых подписчиков разыграть несколько бесплатных гаданий. Все вы знаете, что я сейчас личные гадания не принимаю, но для вас, мои любимые, буду гадать бесплатно. Я разыграю два гадания среди подписчиков и среди самых активных комментаторов. И отдельно среди спонсоров я еще разыграю бесплатные гадания. Так что, если вы хотите от меня получить гадания, поучаствовать в розыгрыше, под этим видео в комментариях ставьте плюсики. Пишите свои, возможно, имена, либо просто напишите: «Я хочу бесплатное гадание». 31 числа я проведу розыгрыш. Всем вам, кто участвовал, напишу, кто выиграл и как получить от меня бесплатное гадание. Так что, мои милые, еще раз огромное всем спасибо. Будем работать. Спасибо за доверие. Я вас не подведу. Так, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Как изменится ваша жизнь и судьба до конца года? Если тема вам интересна, пожалуйста, загадайте на себя, назовите свое имя, так и спросите, как изменится моя жизнь и судьба до конца года. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, как изменится ваша жизнь и судьба до конца года. Просто прекрасно. Ну, сразу скажу, вот спойлер маленький сделаю, те, кто одинок, готовьтесь, ваша жизнь будет меняться. Здесь люди очень интересные идут в вашу жизнь, здесь объединение, соединение. У многих отыграется, как наконец-таки пришла возможность, либо Боженька позволяет, создать семью, построить уютный мирок, где вы будете любимы и будете любить, где будет счастье, где будет тепло, где будет нежность. Вот смотрите, правду говорю, у меня Изан начался, словно как подтверждение, что вот слова мои верные. Так, мои милые, здесь дерево. Смотрите, семейное дерево выходит в двух направлениях. Это поколение. Одно поколение, второе поколение. Может быть, это вы, ваши дети, может быть, это вы, ваши родители. В любом случае, у кого были проблемы в семье, между поколениями, между любящими друг друга людьми, то здесь будет примирение, восстановление. Здесь однозначно люди найдут общий язык, и ваше семейное древо только лишь будет крепчать. Кстати, у кого-то даже по этому знаку могли быть, вот смотрите, вы и ваш любимый человек. Вы друг к другу стремились, но из-за семьи, из-за каких-то ценностей семейных, вы не могли построить свои отношения. Либо семья была против, либо обстоятельства были против вас. Здесь будет воссоединение. Здесь то, что вас разводило, разлучало, наоборот, вас объединит. Также вот это дерево говорит о том, что возможно зачатие. Потому что, видите, здесь маленькая звездочка в кроне горит. То есть зачатие новой жизни, новая веточка вашего дерева появится. Так что, мои милые, все будет замечательно. Если вы забеременеете до конца года, знайте, что родится мальчик, либо девочка такая, знаете, боевая. И это будет достойный продолжитель вашего рода, просто с возрастом станет как почетным представителем. Я не знаю, что будет делать этот ребенок, в чем он прославится, какой он внесет лепту в ваш род, но то, что он будет каким-то особо
наделенным, одаренным, я точно вам говорю. По крайней мере, я вижу очень огромную силу в этом ребенке, который будет зачат до конца года. Так, что еще? Браки, союзы. В прямом смысле слова вы пойдете, заключите брак, либо вы договоритесь, что вы живете вместе, что теперь вы одна семья, что вы там съезжаетесь, объединяетесь, просто начинаете встречаться. Все те союзы, которые будут заключены до конца года, будут невероятно прочными, крепкими, счастливыми. И вы знаете, вот ничто, никто не сможет подорвать эту базу, да, выбить почву из-под ног вашего союза. Это во благо, идет во благо. У многих даже ситуация отыграется так, что вас не пускала в союз, вам не позволяла судьба, высшие силы, люди, да кто угодно, да, не позволяли вам соединиться. Вот разные были проблемы, на пустом месте были проблемы. А знаете почему? Потому что вас подводили именно к этому счастливому времени. Да, у нас сейчас заканчивается коридор затмений, вернее, он сегодня, да, нет, не сегодня, правильно вам говорю, он закончился у нас, получается, 4 числа, 4, нет, сегодня, да, сегодня 4 декабря, и сегодня закончился коридор затмений. Вот, девочки, вот это время было с 19 октября по 4 декабря. Вот, и вам не позволяли, не хотели высшие силы вам все, вот знаете, как-то подпортить, перепортить, наоборот, удерживали для того, чтобы вы заключили союзы в самое благополучное и в самое удачное время. Вот конец года, конец страданиям, конец переживаниям, нужде, какой-то сирости, да, каким-то лишением. Всему приходит конец. Вы молодцы, вы выдержали страшнейший удар. Здесь вот просто, я вот смотрю на эти картинки, у меня, знаете, мурашки по коже идут. И я не знаю, как мне найти те слова, чтобы рассказать о вашей боли, о сердечной боли, о душевной боли. И теперь тоже думаю, а нужно ли это делать? Вы же каждая за себя знаете. И вижу, что настрадались, и вижу, что намучились. У кого-то внешне жизнь была благополучная, но такое болото тягучее, так душу рвало, вот эта пустота, тоска и одиночество, что, ну, не знаю, лучше бы вас там, не знаю, отхлестали, да, по щекам, и то бы было легче. То есть пережили, хлебнули. У многих этот год был очень сложный в плане трансформации. Вы в мясорубке покрутились, причем так несколько раз вас, да, перекрутили в мясорубке, кого в стиральной машинке. Ну, досталось вам, мои милые, досталось. Причем, ну, тут скрывать не буду. Очень жестко все было. И я больше скажу, вот эта трансформация, которая в вашей жизни была, она не последняя. Но она была самой жестокой по отношению к вам, самой такой прям кровавой, можно сказать. Было потерь много. Потерь много, неудач много, обмана было много. Все это было. Я это все вижу. Я просто, я не хочу это все сейчас поднимать и заставлять вас переживать все эти моменты. Давайте я лучше буду говорить про хорошее. Я вижу, что все заканчивается. Я вижу, что отстрадались, отмучились. Выходим, мы выходим в свет, мы выходим в счастье, мы выходим в свое исполнение. Господи, представляете, у меня голубь прилетел на окно. Причем такой красивый, знаете, какой-то белый, с пятнышками красненькими, то ли коричневыми. Девочки, все будет хорошо. Вот смотрите, даже вестник пришел сказать, что да, все теперь будет хорошо. Голубь — это у нас божественная птица, да, вестник хороший идет. Все будет замечательно, все будет так, как вы хотели. Нет, даже не так, как вы хотели. Тут будет гораздо лучше, чем вы хотели. Смотрите, вот эта вот химера у вас тут выходит такая очень нехорошая, да? Это может быть и женщина, а может быть и мужчина. Человек подлый, наглый, мерзкий, шкурный, мучитель, диктатор, предатель. Эпитетов много есть к этому человеку. Смотрите, уходит. Видите, от вас отвернулся, уходит. И избавились. Уходит, не держите. Пусть идет, туда ему и дорога, либо туда ей дорога. Ни в коем случае не удерживайте, ни в коем случае не жалейте за этим человеком. Уходит. Больше не будет над вами гнета, больше не будет над вами каких-то придирок и издевательств. У кого-то отыграется ситуация, что человек с вами бодался, дрался, судился, может быть, как-то там притеснял. Поменяйтесь местами.
Теперь вы будете преследовать этого человека. Но не лично вы, да, а вот с вашей подачи закон будет преследовать этого человека. То есть правда будет все-таки с вами, на вашей стороне, справедливость будет на вашей стороне. Кто-то у меня с комплексами очень серьезно с вами поборется, с какими-то своими шорами, с тем, что не давало вам быть счастливым человеком. То, что, например, вам вредило. Может быть, вы переедали, может быть, вы, ну, скажем так, выпивали, может быть, вы себя обесценивали, да. Здесь я вижу, что вы дадите бой своим комплексам и сомнениям. Здесь у кого-то проснется желание творить. Вот творить, да. Выплескивать свой талант в мир, в люди. Вы будете нести прекрасное. Здесь кроме оваций, кроме признания и благодарности я ничего не вижу. А вы знаете, еще подумаете, а что так долго ждала? Либо чего я так долго ждал? Ведь люди меня принимают. Ведь то, что я делаю, кому-то нужно, кому-то приносит удовольствие. Радость я приношу другим. Вот что получится. Слушайте, тут еще и солнце всходит. Солнце, ну, это, во-первых, знак удачи. Знак того, что у вас большая удача будет в плане своей реализации, задуманного. Может быть, вы думаете какой-то бизнес, может, какое-то дело, может, хотели бы что-то продать, либо купить. Да? Вот солнце будет освещать вам путь, и солнце будет давать вам подсказочку и помощь. Очень сильная энергетика идет. К вам люди будут тянуться как солнце. Вот поверьте, прям, да, будут смотреть на вас и как солнце к вам тянуться. Будете центром притяжения. Так, важный момент по поводу встречи. Вот идет какая-то встреча странная, да, шутливая встреча. Вы с кем-то встречаетесь, знакомый человек, незнакомый, плохо знакомый, абсолютно незнакомый, да, какой-то идет разговор такой, ну, несерьезный, поверхностный. И человек вам что-то предлагает, либо вы что-то предлагаете человеку. Человек говорит, окей, я согласен, давай. Либо вы говорите, хорошо, договорились. Вот этот момент шутливый, да, шутливого разговора, он поможет вам продвинуться по жизни. И вот идет как счастливый лотерейный билетик, который вы получаете. Получаете слева. Вот вы, да, и слева, видите, ручку, вам денежка как будто бы падает. Но это не денежка, это шанс. С левой стороны, то есть с несерьезного, с эмоционального, с иллюзорного, да. Ну вот просто так поговорили, да, а раз и вот он шанс, вот и жизнь поменялась, раз и вы там топ-менеджер, да, например, либо вы вхожи в какой-то, я не знаю, комьюнити, которая там селебрити, особо какое-то там закрытое комьюнити, где люди друг другу помогают, друг друга продвигают. Вот что у вас происходит, мои милые. Не упустите вот этот разговор, не упустите этот шанс. Дальше. У кого были проблемы в семье с больными людьми, то есть больной человек был в семье, может быть, вы болели, может быть, кто-то из ваших близких болел, но здесь очень много было переживаний по поводу будущего, по поводу, как все сложится, лечение какое-то неадекватное, либо очень дорогостоящее и не помогающее, либо вот, понимаете, люди как будто бы руки уже опускали и думали, ну все, ну все, ну вот что хочешь делать, да, хоть ложись и погибай, ну ничего не помогает. У вас будет ремиссия, да, либо у этого человека ремиссия, он войдет в состояние ремиссии и дальше пойдет. Смотрите, как у вас была, ну честно скажу, да, черная полоса, тут даже не серая, а именно черная, так и у вашего близкого человека был какой-то период испытаний, осознания и принятия, да, смирения. Человек должен был смириться, осознать, что там иногда таки надо, да, задуматься и покаяться. Вот осознание придет, коридор затмений прошел, и вам легче стало намного, да, у вас вот солнышко над вами заблестело, осветило вам путь, и у этого человека, у вашего близкого то же самое пошло. Если ваш любимый человек гулял, пил, тусил, я не знаю, там, прожигал свою жизнь, это может быть как и муж, так и жена, так и, например, ребенок, может, отец даже у кого-то, там, мать, то здесь у человека идет, как, знаете, промывание мозгов. Причем не вы, не кто-то, а вот, ну, как боженька, да, боженька человека от грязи отстирает, понимаете, вот что идет. В один день человек поменяется, осознание придет. У кого-то оно придет через случай, человек крайне, вот, ну, не знаю, вот ситуация, да, какая-то испуга, взволнованности, то есть человек пройдет какой-то
адский путь, адский отрезок времени проживет, когда будет очень много страха, страха за жизнь, страха за будущее. Но это может быть несколько секунд, и человеку покажется, как жизнь прожил. И это станет тем моментом, когда человек осознает, что жил неправильно, что поступал неправильно, что виноват перед теми, кто любит, что жизнь свою просто, ну, по ветру, да, развеивал. И прекрасная перемена идет в человеке. У кого-то возвращенец будет. Вот как хотите, возвращенец в любви, то есть блудной муж, либо блудная жена нагулялись, либо даже не нагулялись, а вот придет человек осознать, скажет: ну прости, ну не прав был, там бес попутал, ну не хотел. Я не знаю, как так вышло, не знаю, что со мной произошло. Я теперь все понимаю. Ты мое счастье, ты моя любовь, только семья мне нужна. И то же самое может быть там с родителями, с родственниками, с детьми. То есть осознание придет. Человек, ну, вот есть понятие подменили, да, но в плохом смысле часто мы употребляем, человека подменили, а у вас в хорошем смысле подменят вашего человека, либо вернут к истокам, каким был в самом начале. Очень радостный это будет для вас момент. И жизнь ваша, понимаете, как, ну просто... Вот кто видит, тот видит, да, вот в центре у нас в сердце, причем сердце, вот с одной стороны ангел защищает, с другой стороны ангел защищает, и там семья в сердце, понимаете, семья, там не один человек, и не два, здесь, если посчитать, тут 3-4 человека там внутри находятся, то есть ваше счастье будет в том, что у вас будет вот оно сердце, да, полная семья, защищенная от всяких там нехороших людей, да, нехороших обстоятельств. Здесь именно идет созидание, идет получение. Мои милые, жизнь будет меняться. Меняться будет кардинально в лучшую сторону. Вы даже об этом и не мечтали. Как вы это поймете? Да поймете, когда проснетесь, у вас настроение будет хорошее. Будете улыбаться вы, будут улыбаться вам. Поймете, что у вас тугой кошелек, поймете, что ничего нигде не болит, что хочется жить, что хочется творить, что так много прекрасного в этой жизни. Вот и поймете, что жизнь ваша поменялась. Будете ли вы рады? Ну, радость, это, наверное, не то слово. Будьте просто счастливы. В Новый год вы идете, ну нет, не идете, плывете, да, летите над землей с улыбкой, с радостью, с ощущением легкости. Избавитесь просто, вот, я не знаю, ну, как это можно сказать, да, от груза такого нереального избавитесь, от таких страшных воспоминаний, переживаний, от всего избавитесь. Вылетаете, просто влетаете в Новый год с улыбкой, с надеждой, с возможностями. Так пусть и будет, мои милые, да поскорее. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.